что выборы состоялись и состоялись на довольно высоком организационном уровне. И подтверждением тому является та организация голосования и, естественно, явка избирателей. И тот, и другой момент, они не были бы возможны, если бы не были проведены соответствующие организационные мероприятия и не была бы соответствующая поддержка со стороны руководства республики. Естественно, в подготовке и проведении этих выборов участвовали и организовывали это мероприятие не только избирательные комиссии, как организаторы выборов, хотя довольно значительное число членов комиссии, более 1300 человек из состава членов комиссии с правом решающего голоса занимались подготовкой этих выборов. Если прибавить к ним членов комиссии с совещательным голосом, плюс наблюдателей от различных политических партий, которых было на этих выборах более 900 человек, то это составляет довольно серьезную цифру, довольно большую армию людей, которые занимались этими выборами. А явка на выборах составила 85,46%. Это предварительные сведения именно по выборам депутатов Народного собрания. Что касается выборов депутатов Государственной Думы, то явка составила 86,44%. Это окончательная цифра именно по этим выборам. Объясню, что разница в различного уровня выборов объясняется тем, что на выборах депутатов Государственной Думы принимают участие и голосуют избиратели из числа прикомандированных и тех, кто военнослужащих, и тех, кто по тем или иным причинам оказался на территории Республики Ингушетия, имея при себе открепительное удостоверение, и, естественно, он, приехав с другого субъекта, голосует только на выборах депутатов Государственной Думы. А теперь о том, каким образом распределились голоса избирателей среди тех политических партий и их региональных отделений на вот этих двух уровнях выборов. Окончательная цифра итогов голосования на территории Республики Ингушетия на выборах депутатов Государственной Думы — это Единая Россия 90,96% голосов избирателей, КПРФ 2,94%, Справедливая Россия 2,32%, Правое дело 1,5%, Политическая партия, Российская демократическая партия Яблоко 0,77%, ЛДПР 0,41% и партия Патриоты России 0,25%. Это на выборах депутатов Государственной Думы. А что касается выборов депутатов Народного собрания, то здесь только предварительные цифры, предварительные итоги голосования, о которых мы можем сегодня говорить, потому что окончательные итоги, они еще не подведены, по протоколам еще идет работа, и окончательная цифра станет известна, может быть, ближе к вечеру сегодняшнего дня. По предварительным сведениям, Единая Россия на этих выборах получила 78,48%, КПРФ 7,04%, Правое дело 5,24%, Справедливая Россия 5,18% и ЛДПР 3,13%. Повторяю, это по выборам депутата Народного собрания предварительные сведения, они могут претерпеть изменения после подсчета оставшихся протоколов, после обработки этих протоколов. Ответим на те вопросы, которые накопились у прессы, руководителей на местах, и обозначим некоторые задачи. По поводу итогов предварительных по выборам, они ожидаемы были для вас? Вот проценты Единой России, остальных партий? Ну, знаете, я вам скажу, по массовости не были ожидаемы. Мы где-то прогнозировали массовость, явку
где-то порядка 80%, да, прогнозировали, а мы уже вышли на 85, свыше 85. То есть мы не ожидали вот такой явки. Вот, ну, реально мы смотрели, анализировали. Понятно, что я изначально и в прошлые выборы, и в это выборы просто поставил для себя цель, задачу, никаких там завышений цифр. Если даже смотреть, что мы сами просили вот эти новые оборудования КОАП, да, нам представить, нам их дали всего лишь там 7 штук. Даже если сейчас анализировать, что из этих, а там невозможно ничего поделать. То, что заложили, то машина выдает, да. Проанализировать у нас, ну, наиболее честные выборы прошли. Наиболее. У нас все в тютельку там бьет, все четко соответствует. Даже электронное, но и проанализировать там, где нет электронных вот этих КОАПов, четко это все соответствует. Поэтому, конечно, где-то вот плюс большой для меня как руководителя то, что мы не зря провели вот эту работу, когда людей даже где-то уговаривали, но больше давили на сознательность, на гражданскую сознательность человека. Мне вчера понравился некто Ужахов, который в Назране выступал, с семьей пришли они полностью, и на вопрос журналиста он отвечал, что наш отец, говорит, заложил нам в сознание еще в советское время, что гражданин, человек должен всегда участвовать в деятельности общества. Все, что мы делаем сегодня, оно все-таки связано с партией власти. Партия очень серьезно нам помогает. Посмотрите все дворы, посмотрите ремонт там капитальный там, и строительство. Посмотрите те же площадки спортивные. Тот же бассейн, который для молодежи там, в этом году вы начинаете, в следующем году будет построен там. То есть вещи, которые там из внебюджетных источников, которые проходят. А вы прогнозируете, что ЛДПР более 3% наберет? Для нас немножко это удивительно, поскольку ожидалось, что 0,0 какие-то проценты наберет, учитывая как бы, политику руководителя партии. Вот для меня это тоже удивительно. Я имел разговор телефонный разговор с Владимиром Вольфовичем по поводу вот этих выборов. Я год назад обращался к нему, полгода назад говорил, что надо здесь рокировку в руководстве партии провести. Почему? Потому что нет такой активной гражданской позиции здесь тоже. Но тем не менее, там, вот даже сегодня, и вчера его не было, и сегодня его нет. Там, то есть партиец, который полностью игнорирует там, какие-то вещи, да, из-за своих там личных меркантильных обид. То есть это не руководитель партии, это личное, там, даже, хотя здесь и личного тоже нет. То есть государственное бюджетное средство, которое якобы чуть ли не государство ему должно дать, да, к примеру. Но вопрос в другом стоит. То, что руководители фракции общероссийской нас обзывают бандитами, разбойниками, боевиками, тунеядцами. И, конечно, здесь удивительно, что у нас кто-то еще... Но я опять же здесь думаю, что эти люди даже не слышали ни этих выступлений и не видели. Они просто по инерции пошли и проголосовали за партию ЛДПР. Почему, на ваш взгляд, правое дело, вот это недавно сформированное политическое движение, набрало такой высокий процент? Они начали стадион строить, где-то я по телевизору видел. Не знаю, и это все село, наверное, про них проголосовало. Но это в шутку, а на самом деле все же зависит от руководителей фракции. Кого поставить? Если активность есть этих людей, она есть, и люди будут работать. Надо все отталкиваться от руководства фракции, которая здесь, или ячейки партии, которые здесь в республике. А то, что активно эта работа шла, может, здесь сыграла и реклама Прохорова того периода, да? Почему? Потому что партия стала брендовой, но она стала известной. На оппозиционных сайтах очень много таких материалов, которые, в общем-то, не соответствуют той реальной ситуации, и тем выборам, и ходу голосования, которое было в Меньшеве. Вот вы как-то намерены реагировать на эти? Ну, во-первых, я не скажу, что не соответствует. Если они пишут, наверное, соответствует по их там мнению, да? Это раз. Во-вторых, знаете, я вчера, когда мне доложили, что кого-то арестовали, кого-то задержали, я и министру, и начальнику ФСБ позвонил, задачу поставил, что если нет явного нарушения, если нет явной опасности для общества, там, от того, что у них есть какое-то там свое мнение, отпускайте, не надо никого задерживать, вообще трогать никого не надо. Пускай заходят, пускай выписывают, пускай фотографируют, пускай снимают. То есть это их право, ничего страшного в этом нет. И избиркому я эту задачу как бы озвучил. Никаких здесь не должно быть препятствий. И, в принципе, такого не было явного, пока не выявили некоторых, как мне докладывали, с левыми удостоверениями.
Тут я и пресс-службе, и избирком задачу поставил, чтобы разобраться. Это одна тема. И то, что на сайтах это все идет, я сегодня эту задачу озвучил. И надо жестко уже пресекать эти действия. Если это будет экстремистского там, национализма пахнет или там, ксенофобией, конечно, здесь надо уголовное преследование по линии правоохранительных органов по полной схеме работать. Если это чисто фальсификация, если это чисто ложное обвинение, здесь надо, мне кажется, уже мы давно этого вообще, не то, что вообще этого не делали. Здесь надо уже подбирать хороших, грамотных юристов, готовить материал, подавать в суд и заставлять платить за ложные эти вещи, штраф этих людей. И этот штраф перечислять в детский дом, интернат. Мы найдем, куда эти деньги перечислить. В Ингушетии есть такая политическая партия «Парнас». Какое место она, на ваш взгляд, занимает в общественной жизни республики? Это партия народного слова, я так понимаю, расшифровывается. Ее создали в Москве. Это некто Рыжков, Немцов, великие родители за страну. Но опять же, когда они планировали здесь сделать, ну, во-первых, не обратились к руководству республики, не предложили, не вышли с инициативы. Я больше скажу, мы бы и помогли им, и с организацией работы, и представили бы свои кандидатуры, свое видение на руководителя партии. Но они пошли другим путем, нашли каких-то аферистов, которые там что-то возглавили, собрали там в частном доме там 300 своих ближайших родственников, провели съезд так называемый, с участием как там, плюс там к этим 300 еще там в 10-кратном размере. Чуть ли не вся республика участвует в Парнасе. И от того, что вот такая неправильная работа тех же московских руководителей на территории, приводит к тому, что она, кроме там болтовни, ничем не занимается. Я даже не знаю, чем она вообще, эта партия, занимается. Вот не было ни одного инцидента, везде дежурили сотрудники полиции. Вот мы несколько не преувеличили, на ваш взгляд, какую-то угрозу, или все-таки полиция сработала хорошо? Ну, скажу, начну с безопасности. Вот у меня сводка лежит, сегодняшняя сводка, за вчерашние сутки. У нас 3 кражи, одна из них раскрыта, одна кража раскрыта. 2 кражи там, ну, одна угон транспортного средства, кража транспортного средства возле домовладения. Ну и вторая кража, это крали стройматериалы. Это бытовые вещи, которые, я думаю, что в ближайшее время раскроют. Дальше произошло возгорание. Тоже раскрыто, разобрались в районе Волги-16, поста и Кажевского круга. Ну, там сейчас работают газовики, электрики. Внутри возгорания за неправильную эксплуатацию, то есть бытовое возгорание. Это частное предприятие. Следующее, по ранее совершенным преступлениям. Найдено 2, которые находились в розыске вчера. Вот это опять же работа полиции со всеми правоохранительными органами. То есть объявлен розыск Чеченской Республики, некто Хатуев Беслан Сашко-Мартановский район задержан и передан властям МВД Чеченской Республики. И некто Цуроев, наш Тимур Хусейнович, который был в розыске по федеральному розыске по беспорядкам в 2008 аж году, сегодня находится в ВВС в городе Назрань. Вот там показатель по безопасности. Это организация мероприятия и то, что не зря проводили мероприятия по линии оперативного штаба и антитеррористической комиссии. Мы заседания провели, задачи поставили. И комплексные мероприятия сотрудников полиции МВД по республике Ингушетия. Ну, еще, конечно, вот те вещи, которые были организованы совместно с Советом Безопасности, и дружинники, и волонтеры, и от партии, немаловажным является, от партии были представители их не только там наблюдатели, но и группы, которые контролируют порядок. Вот что вы думаете насчет отставки молодежного правительства, знак протеста, проводимой в Ингушетии политики, и связано ли это с отстранением с должности руководителя? Случайный человек, я даже был удивлен, когда его назначили на это молодежное правительство, когда я начал его объективки смотреть, когда я с ним побеседовал один раз, для меня было понятно, что человек далек, кроме того, что единственный возраст молодой. Больше ничего молодежного в нем нет. И понимания нет вопроса, элементарного понимания, а как ты видишь вообще развитие? Вот то, что здесь я читал сегодня уже.
в прессе, тоже здесь написано, что якобы они предлагали, якобы, вот что поверьте, это же там, вы же журналисты сами наблюдали, и зрители наблюдают. Когда мне приходится, как в армии, строить, даже у них проверять рюкзаки, когда их молодежь куда-то отправляешь, когда уже приходится даже спрашивать, а как вы будете на вопрос дважды два отвечать, ну, слушайте, это не молодежное правительство. Когда я задаю, что сделал министр молодежного спорта, там, например, министр спорта молодежного правительства, что сделал министр строительства, никто же нигде не работает. Пройдите сейчас по республике и спросите у Министерства спорта или любой ФОК зайдите и спросите, был министр спорта молодежного правительства, был министр строительства молодежного, никто нигде не был. Почему? Потому что нет плановости работы. И личная невоспитанность этого так называемого председателя молодежного правительства. Независимо, даже когда, это супер, я до этого ставил задачу, председателю правительства Шилиеву Мусею Мажитовичу ставил задачу все пересмотреть и полностью рокировку молодежного правительства сделать. До этого ставил задачу сделать рокировку, посмотреть, изучить отчет молодежного парламента уже, там, Махмуду Султановичу Сакалову. Даже элементарный вопрос, когда сотрудник полиции досматривает, находит оружие, и председатель молодежного правительства без документов с оружием, с травматическим пистолетом. Это какой он пример подает другой? И даже на требование оставить оружие, потом зайти в мечеть, и здесь даже проявлять самую, потом еще наглейшим образом это председатель молодежного правительства врет, сидит, что это было не так. Чего нашим людям ждать от этих выборов? Вопрос непростой. Наверное, напрашивается. Да. Работа, которая проходит сейчас за 3 года, она дает людям какую-то там надежды на то, что будет лучше. Все-таки будет лучше. Что бы кто ни говорил. Если мы, возьмите даже элементарный вопрос, массовое разбазаривание земель, да? Возьмите элементарный вопрос, у нас каждый день там, с незаконными постройками, там, конфликты и все остальное. Возьмите, сколько снесено незаконных построек, которые там просто физические. Возьмите эти там железнодорожные тоннели, которые просто закрывали наглейшим образом, да? Улицы, шлагбаумы. Не помните, что как было? Помните? Вот для каждого чиновника блоки и все остальное. И все считали, что туда нельзя суваться, там опасно, там пчелы кусают. Возьмите эти земли, которые там направо-налево расхватали. Те же сейчас то, что мы сейчас в суду подали, я же буду эти дома все это сносить оттуда. Возьмите, что в Магасе было. Это же не все знают. Почему? Потому что Магаз был, я показывал это все по телевизору, поделен на, вот есть там римские когорты, когда войска римские там, шалаши, вот так же Магаз был. Ни садика, ни это. То есть там, я так понимаю, что все должно было быть или подземной, нанотехнологии, или же в воздухе, все это, социальные объекты. А остальные везде только коттеджи и дома. И люди, которые никогда здесь не будут жить. Они живут в Дубае, они живут в Москве, они живут где угодно, только на Европе. И никогда они здесь жить не будут. И это все хотели же сделать. Это же все сделали. Это же все продали за деньги. И продали те, которые живут в республике. Вот это все остановлено. Возьмите один только Абигу. Кто там и как там только не хотел что сделать. Сейчас у меня, а я уверен, у любого из вас есть, уверен, что там больше не будет попыток построить там частное жилье, да? Нам что там важно было? Социальный объект или частное жилье? Вот посмотрите, как будет красиво. Посмотрите федеральную дорогу. Уже в следующем году мы 10 километров. До 2014 года уже в проекте все заложено, в бюджете сейчас, трехлетний период утвержден. Вся федеральная дорога в республике должна быть первой категории. Успех трехуровневых выборов зависел в основном от глав субъектов. Озвучивали более 90% Чеченская республика, более 80% Ингушетия.
Вот в продолжении того, что было сказано Хлопониным, хочется сказать вам огромное спасибо. Я представляю пресс-службу МЧС. Мы находились, наши силы и средства находились в готовности номер 1. Вчера оперативная группа у нас до окончания выборов находилась здесь, в Магасе. Мы несли свое дежурство. И в продолжение хочется просто добавить, что когда голова еще и голова, результат, конечно, будет положительный. Спасибо большое.